Во-первых, ты понимаешь, ты сейчас так выглядишь. Он говорит, нет, футбол по-другому. Футбол ты как вот. Да, ты прав. Но это похоже на это. В футболе это называют подхват. Так же. И здесь то же самое, брат мой. В бизнесе ты не можешь кого-то обвинить, почему он умнее тебя. Согласны? Ты же не можешь кому-то прийти и сказать, почему ты умнее меня. Дело в том, что эти люди делали то, что ты должен был делать еще 5 лет назад. Если ты не расширяешься, не развиваешься, значит ты сокращаешься. Поэтому, если у вас сегодня доход хороший, бизнес хорошо идет, не думайте, что так будет вечно. Вы должны беспрерывно развиваться. Правую руку поднимаем, повторяем за мной. Все, что не развивается, все то, что не расширяется, сокращается. Уловили? Это единственный способ, ребята. Либо ты расширяешься, либо ты сокращаешься. Другого не бывает просто. Пойдемте дальше. Внимание обратите. Завтра я буду здесь, в городе, 2 тренинга давать. Одну тренинг я буду говорить по продаже, как увеличить прибыль вашего бизнеса. Недавно, несколько дней назад, я провел этот тренинг в Алмате, около 500 человек было. Это надо было посмотреть. Супер это было. Столько. У тебя есть фотографии из этого? Были? Из Алматы, сейчас. 23 числа. Я буду завтра говорить об этом, по продажам. Если у вас есть бизнес, вам надо обязательно побывать там. А вечером буду говорить именно как за 18 месяцев добиться финансовой стабильности. Сейчас я расскажу несколько формул. Сегодняшний тренинг это вводный тренинг, это не основной тренинг. Когда вы билет покупали, вам так сказали или нет? Нам говорили так, да? Что это ознакомительный тренинг. Потому что человек должен ознакомиться, понять, это мое или не мое. Если вы чувствуете, что это мое, потом надо пойти на основной тренинг, чтобы практиковать. Вот, внимание обратите. Дай несколько фото, если у тебя есть. Там было, видите, там как, знаете, там столько народ ходит, это вообще супер. Люди из разных городов приезжают. Почему? Потому что это выгодно учиться. Учиться очень выгодно, ребята. Я так пытаюсь до вас это донести. Знаете, учиться так выгодно. Один раз ты усваиваешь, всю жизнь на тебя работает. Кроме меня еще кто-то ведет, да? Вот. Но так долго это работает на тебя, классно же? Это здорово. Вернемся к этому. Вот сейчас очень важную вещь скажу, внимательно послушаем. Договорились? Настроение у вас хорошее? Кому из вас нравится здесь? Да? Очень хорошо, молодцы. Будьте вовремя. Здесь на улице Рамазан, и здесь прохладно, вообще классно. Хорошо сделали, я сюда зашел, так был вдохновлен, правда. Мне нравится, когда что-то красивое, что-то богатое, что-то уютное. Честное слово, мне так нравится. Вам тоже нравится? Я сюда зашел, так приятно стал. Потому что раньше, когда здесь выступал, были стулья, которые вот там, не знаю, в 70-х годах поставили. В прошлый раз, когда выступал, такие стулья были. Помните? Так. И те времен. Вот. А сейчас, слава Богу. Потому что, когда старый все, она даже пахнет не то. Пахнет как кладбище. Старое здание, зайдешь, пахнет такой старый запах. Как это, знаете, отвратительный такой, непонятный какой-то. Вот, пойдемте дальше. Внимание. Наше отношение к деньгам 3 этапа есть. Пожалуйста, внимательно это послушайте, чтобы понимать его, хорошо? 3 этапа есть. Я постоянно свой вот этот тренинг с этого начинаю, потому что это фундамент. Если сейчас мы это поймем с вами, мы можем очень много чего изменить. Первое, внимание обратите, зарабатывание денег. Смотрите, зарабатывание денег. Второе, это сохранение денег, а это управление денег. Пожалуйста, на минуту. На минуту. Внимание. Все люди хотят решать проблемы деньгами через зарабатывание денег. Все люди ищут способы, как зарабатывать. Все люди. Знаете, я тоже раньше был такой. Мне показалось, что если я буду зарабатывание денег. Смотрите. Зарабатывание денег. Второе, это сохранение денег, а это управление денег. Пожалуйста, на минуту. На минуту. Внимание. Все люди хотят решать проблемы деньгами через зарабатывание денег. Все люди ищут способы, как зарабатывать. Все люди.
Знаете, я тоже раньше был такой. Мне показалось, что если я больше буду зарабатывать, я справлюсь. И мне всегда казалось, что мои нужды и мои проблемы связаны с тем, что я мало зарабатываю. А чтобы зарабатывать больше, надо тратить больше энергии, больше нервов, больше времени и так далее. Я чем больше работал, да, чуть-чуть больше зарабатывал, но я как чуть-чуть слабенько дам, сразу доход падает. Кто с этим столкнулся? Начинаешь активно больше работать, доход растет. Чуть-чуть слабенько, даже доход обратно падает. Я сидел, думал, а потом, знаете, с чем я столкнулся? Столкнулся с таким неким стеклянным потолком. Я работаю. Какой-то доход дойдет до какого-то интересного потолка, а потом обратно вниз. Как бы я ни работал, этот потолок не изменяется. У тебя доход ограничен. Ты тратишь очень много энергии, нервов, здоровья. Поднимается доход, но она дойдет до этого уровня. А потом обратно устаешь же, обратно вниз. Думаю, странно, как это пребывает, как это изменить? С годами опыт появился. Зарабатывание денег – это не выход. Вы хотите разбогатеть? Кто хочет знать, как разбогатеть в деньгах? Честно скажу. Тогда с этого дня вообще забудьте о том, чтобы зарабатывать деньги. Вообще забудьте. Не ищите способ. Не думайте, черт побери, хрен с ним. А теперь видите, это противоречит вашему мышлению, правда? А как тогда? А как по-другому? У вас это противоречие ваше сознание, я знаю. Вот в этом особенность. Пожалуйста, внимательно послушайте, и вы меня поймете. Внимание. Начните с сохранения денег. Начните с сохранения денег. Независимо от того, какое положение у вас. Независимо от того, дохода есть или нет. Независимо от того, вы хорошо зарабатываете или плохо зарабатываете. Независимо от того, долги есть или нет. Начните с сохранения денег. Я один раз так сказал, к концу зала один мужчина говорит: Давлатов, я согласен. Но только, говорит, у меня что-то не складывается в голове. Если нет денег, что сохранить? Видите, вот это сбой, умственная ловушка, она самая большая проблема. Она не может связывать эти вещи. Потому что человек привык, что якобы решение проблемы с деньгами, то есть проблема дохода, это зарабатывание. А как, если не зарабатывать? А что сохранить-то? Теперь внимание. Вы все уже зарабатываете. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Даже школьники зарабатывают. Когда провожу мастер-класс для детей, первым делом я научу их, как управлять своим годовым доходом. А вы знаете, что у детей тоже есть доход? Карманные расходы, которые родители дают. И когда мы начинаем почитать с ними за целый год, выходит более $1000. Да. У детей, на день рождения, на какие-то там мероприятия, на Новый год, на какие-то моменты. Бабушка дала чуть-чуть, тетя дала чуть-чуть, дядя давал чуть-чуть. Видите, у детей маленький доход, маленькие расходы. А у вас чуть больше доход, чуть больше расходы. Потом вы станете богатым, у вас еще больше доход, еще больше расходы. Кто понял? Получается, что модель одинакова везде. Как дети играют маленькими машинками, вы чуть-чуть взрослее нормальными машинками. Кто понял? Ничего не меняется. Дети маленькие, кукол, дочь и матери играют. Чуть большую семью создают дочь и матери. Разве не так? Кто-то из них в детстве пых-пых-пых, и взрослый киллером станет. Так что не подарите своим детям пистолет. В итоге вы его сами испортите. Так и получается. Внимание, получается, что вот тут речь не идет о масштабе денег. Тут о модели понимания управления денег. Все люди зарабатывают деньги. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Так? Все. Мы все зарабатываем. Теперь внимание обратите. Начните. Если ты не умеешь сохранить маленькие деньги, ты же не можешь большие деньги сохранить. Кто понял? Это невозможно. Если ты не можешь поднимать 20 килограмм, а как ты поднимешь 100 килограмм? Больше денег, больше обязательств. Моральная нагрузка. Моральная. Внимание обратите. Я заметил, что вот тут есть такая большая проблема, это словами не передавать. Какая, знаете? Когда человек пытается зарабатывать больше, есть одна большая проблема. Какая? Дело в том, что параллельно, когда вы больше зарабатываете, параллельно доход, расходы растут. Кто это заметил?
А теперь держите руку, держите руку. Держите. Расходы растут, держите. А потом, знаете, ты привыкаешь к большим расходам. А потом доход падает, но расходы остаются. А потом тебе кажется, что не надо пару месяцев как-то выдержать, это пройдет. Ты оттуда чуть-чуть занимаешь, оттуда чуть-чуть берешь. А потом видишь, что непонятно, залез куча долгов. И самое интересное, когда через это пойдет человек, большинство людей потом больше не могут подниматься. Я провел много опросов. Очень много опросов провел. Большинство ребята потом не могут снова подниматься, потому что они привыкли большой расход. Как деньги чуть-чуть попадают, они тратят их. У кого из вас бывало, что были времена, когда вы хорошо зарабатывали? У кого было такие времена? Хорошо зарабатывали, так? А где эти деньги? Нету. Так что бесполезно зарабатывать больше. Договорились? Кто меня понял? Вот она. Пожалуйста, это путь никуда. Я четко эту схему понял. Я сейчас покажу вам супер мощную, хорошую стратегию. По этой стратегии идите, иншаллах, вы рано или поздно разбогатеете. Но только вопрос занимает время. Но вы должны терпеливо эту стратегию, этот план составить и делать. Вот, внимание. Начните с сохранения денег. Я завтра вечером обучу, как это делать. 5 часов мне требуется, чтобы я вам научил систему управления денег. Чтобы она начиналась от малого к большому, сохраняя, двигаться. Минимум 5 часов. Иногда 6 часов. Понимаете, это очень важно. Настоящее богатство – это ум. Вот это ум, понимаете, он разработает план. Кто понял? Он что делает? Разработает план.